совершенствовать это направление. Уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные, здравоохранение Республики Ингушетия ориентировано на повышение доступности и качества медицинской помощи, эффективного использования ресурсов здравоохранения на основе структурного преобразования системы оказания первичной медицинской медико-санитарной помощи, развитие Института профилактической медицины и развитие высокотехнологичных методов лечения заболеваний. Как отметил Владимир Владимирович Путин в своем послании, важнейшая задача, которая касается каждого, это доступность современной качественной медицинской помощи. Мы должны ориентироваться здесь на самые высокие мировые стандарты. В 2017 году для системы здравоохранения республики был успешным. В эксплуатацию были введены ряд значимых для нашего региона объектов здравоохранения, таких как Республиканский клинический перинатальный центр на 130 коек, Республиканский онкологический диспансер и клиническая детская больница республиканская. Открытие онкодиспансера в республике – знаковое событие для всего региона, которое заслуживает особого внимания. Здесь нам удалось предвосхитить национальную повестку, озвученную в том числе президентом страны в своем послании. В настоящее время в системе здравоохранения республики работают более 2000 врачей, более 4000 человек среднего медицинского персонала. Обеспеченность населения врачами за 2017 год составила 44,1 на 10 тысяч человек, что, конечно, приближается к стандартам в целом Российской Федерации. По России это 46,4. Мы достигаем 100% показателей, которые сегодня заложены в дорожной карте. Средняя продолжительность жизни составляет по республике 81,6 лет. Это самый высокий показатель в России. При этом у нас и жителей, старших, которым 100 лет, и от 80 и 100 лет более 6 тысяч. Это говорит о все-таки хорошем потенциале. Мы можем по-разному подходить к продолжительности жизни, в том числе создавая различные лекарства, препараты, обслуживание. Но одним из главных факторов продолжительности жизни все-таки является здоровый образ жизни, это здоровое питание, экологически чистое. Это уважительное отношение к старшему поколению, забота о них. Почему? Потому что это основа из основ. Поэтому, конечно, нам наши традиции в этом направлении нельзя терять, а надо их укреплять. Владимир Владимирович Путин в своем послании сказал, что страна к определенному времени должна выйти на рубеж 80-летия. И мы сегодня, Ингушетия, может смело уже претендовать в таком проекте, в членстве в клубе 80+. В этом году нашим врачам в одной из клиник республики была успешно проведена сложнейшая операция на глаза старейшему ингушскому долгожителю Апазу Илиеву. Скажу что многие врачи многих регионов, в том числе и через консультации, отказываются от такой операции. Почему? Потому что возраст человека, давление и так далее – это один из сложных таких проектов. Ну, наши врачи с этой задачей справились, не без помощи, конечно, федерального центра, наших друзей, ведущих клиник московских в том числе. Поэтому это тоже показатель, насколько мы с вами успешно продвигаемся в системе здравоохранения. Большим достижением является снижение младенческой смертности, которая составила 7,3 на 1000 родившихся живыми в 2017 году, а в 2016 году это было 10,5. Да, в среднем по России это еще мы достигли того рубежа, но так как только еще года нет с момента ввода и перинатального центра детской клинической больницы, я думаю, что в этом году этот показатель будет еще ниже. Также на протяжении 2017 года в республике не зарегистрирован ни один случай материнской смерти. Это принцип у нас уже продолжается порядка 3 лет. Я думаю, что эту традицию надо продолжить и дальше. В 2017 году парк автомощной станции скорой помощи дополнительно к ранее поступившим 13 каретам пополнился еще 10 новыми автомобилями. Здесь надо подчеркнуть, что помимо помощи федерального центра мы тоже изыскиваем свои возможности и в том числе ежегодно покупаем по 1, по 2 кареты скорой помощи для наших медицинских учреждений. Тем не менее, есть направления в системе здравоохранения, на которые нам необходимо обратить более пристальное внимание. Раз и навсегда необходимо решить вопрос с нехваткой медикаментов в больницах. Люди должны получать помощь в полном объеме. Нельзя забывать, что человек обращается в больницу с конкретными проблемами и недугом. Задача персонала медицинских учреждений – оказание необходимой медицинской помощи в полном объеме и с высоким качеством.
Те, кто об этом забывает, конечно, должны искать себе место, работу в другом месте. На это надо обратить внимание как Минздраву, но особенно, конечно, депутатскому корпусу, который курирует направление здравоохранения. Ряд задач, которые мы озвучиваем в послании, конечно, будут доведены до руководства здравоохранения республики. Социальная защита населения республики имеет в настоящее время недостаточно развитую инфраструктуру. Остро ощущается недостаток специализированных учреждений социального обслуживания, которых в силу объективных причин на территории республики оказалось намного меньше, чем в регионах России. В республике функционирует одно учреждение подобного профиля, как Псидакский психоневрологический дом-интернат. Мы, кстати, давно думали о том, как вывести этот дом-интернат за село, за черты села. И сегодня уже с помощью федерального центра мы можем говорить, что уже в этом году, к концу года, уже выделяют для этого средства. Дом-интернат будет выведен за пределы Псидаха. Поэтому властям и Малгобекского района и в целом Министерству труда и социального развития надо максимально посмотреть, подыскать место, где это будет, чтобы это было доступно, удобно, ну и завершить эту задачу к концу года. Таким же образом у нас и социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов. Дом ветеранов рассчитан на 30 койко-мест и не имеет возможности принять на оздоровление всех желающих. И здесь тоже нам оказывается помощь по линии федерального центра. И к концу года за выделенные средства мы должны пристроить дополнительные корпуса еще на 50 койко-мест и создать уже совершенно современные условия для реабилитации там и ветеранов, и инвалидов, и, конечно, любого желающего, кто хочет отдохнуть в этом центре. На это обращают тоже